Здравствуйте! Мы продолжаем цикл видеолекций, посвященных сражениям Великой Отечественной войны по материалам газеты «Тувинская правда». Сегодняшняя наша лекция посвящена снятию блокады Ленинграда. В газете «Тувинская правда» 29 января 1944 года был напечатан приказ командующего войсками Ленинградского фронта генерала-лейтенанта Жданова о полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады. 27 января в 20:00 город Ленинград салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом. Городами Красное Село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, МГА, Ульяновка, Гатчина и другими. Освободили более 700 населенных пунктов и отбросили противника от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. В ходе наступления нашими войсками разгромлены вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и захвачены большие трофеи. В итоге боев решена была задача исторической важности. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Мужественные и стойкие ленинградцы вместе с войсками Ленинградского фронта отстояли город, который был в блокаде почти 900 дней. Город-победитель. Так называется статья, напечатанная в Тувинской правде о Ленинграде. Текст спустя 80 лет не оставляет равнодушным никого. В каждой строчке гордость, мужество и боль. Ленинград победил. Ленинград развеял кошмар блокады. Ленинград уничтожил своего смертельного врага. Ленинград свободен. Сердце не вмещает этой радости. Слух не верит этой великой вести. Но это истина. И кажется, что затемнелый город пронизан молниями ослепительного восторга. Все позади. Безумные ночи зимы первого года осады. Бесконечные обстрелы, бесконечные работы над укреплением подступов, баррикады на улицах, дзоты в каждом доме. Все позади. Осатанелые атаки врагов, бои на изнурение, на истощение, на истребление под стенами города. Там, далеко впереди, на юге, ленинградцы бьют отступающего зверя генерал-полковника Линдеман. Ты, победитель Бельгии и Македонии, бежишь. Генфельдмаршал Кюхлер, победитель Голландии и Франции, повержен. Слава тебе, бессмертный город-победитель, Ленинград! В феврале 1944 года была напечатана заметка, одна из самых блестящих операций этой войны. Это об освобождении Ленинграда от вражеской блокады по материалам иностранной прессы, о героизме советских бойцов и мастерстве советского командования. Это признается. Вражеское кольцо, сжимавшее Ленинград и мешавшее ему дышать, разорвано. Последствия этой победы окажутся чрезвычайно тяжелыми для немцев. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской операции немецко-фашистские войска под Ленинградом, ныне Санкт-Петербург, были окончательно разгромлены, а блокада города снята. Блокада города-героя, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой кровопролитной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город 107 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. Погибло 632 тысячи человек. Эти данные прозвучали на Нюрнбергском процессе. Но по другим данным погибло около 1 миллиона человек. 97% из погибших
Это люди, погибшие от голода. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль за оборону Ленинграда, которой было награждено более 1,5 миллиона человек. 26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. 1 мая 1945 года Ленинград носит гордое звание города-героя.